Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои дорогие, огромное спасибо за ваше внимание к моему каналу, за ваши добрые комментарии, за ваши лайки. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Ваши отношения с загаданным человеком, ожидания и реальность. Если вам интересно на будущее просмотреть отношения с кем бы то ни было, либо с вашим мужем, что случится, да, в ваших отношениях, если вы только сошлись, да, в принципе, не важно, да, когда сошлись, либо с человеком, который вам нравится, на которого вы строите планы, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о человеке, который вам интересен. Представьте этого человека, его глаза, его голос, его улыбку. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие отношения меня ждут с этим человеком? Оправдаются ли все мои ожидания? Какова будет реальность? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим на ваши отношения, на ваши ожидания и на ту реальность, которую вы встретите с этим загаданным человеком. Так, ну что, интересно. Человек любит с его стороны сердце большое, сердце наполненное. А с вашей стороны, вы знаете, вы вот разные, вы разные. Он очень серьезный, вы очень серьезная, а он очень романтичный. Вот как ни странно, вот распределилось, да? Вы серьезная, вы хозяйственная, вы ответственная, вы такая прям педантичная, у вас везде порядок во всем. Вы не любите хаоса, вы не любите спонтанности. Ну как? Вам не нравится, да? Я даже больше скажу, вы даже какой-то консерватор больше в душе, да? Вот вы любите, чтобы все было вот как чин-чинарем, да? По старинке, может быть, по какому-то уставу, вашему внутреннему уставу, с какими-то вашими требованиями, чтобы не было разлада, да? Чтобы не было хаоса. То есть для вас вот там бардак в доме, либо у вас может быть творческий беспорядок, но вы всегда знаете, где у вас что лежит, сколько чего у вас есть, да, и что вот нужно, да, там, докупить, пополнить. То есть у вас в этом плане, как говорится, глаз наметан, вы молодец. Даже если визуально это кажется, что там бардачок какой-то завелся, на самом деле у вас все как надо, все по своим местам, все под контролем. А мужчина нет, он такой, знаете, вот он больше как ветреный, он больше живет чувствами, эмоциями. Мужчина настроение, вот человек настроение идет. Ваши ожидания. У вас в ожиданиях это то, что у вас будет стабильность, стабильная семья, стабильные отношения, прям такие монолитные, я бы даже сказала, да, железнобетонные, что все будет у вас как полагается, да, как у других, как вот есть у вас какой-то пример перед глазами, да, либо это ваших родственников, либо какой-то идеальный пример чьих-то отношений, и вот вам кажется, что так это правильно, так это должно быть, и у меня точно так же и будет. Вот. Что касается мужчины. Ну, мужчина, у него только одно желание: любить вас еще раз, любить вас там в кубе, в квадрате, в геометрической процессии, да, всегда вас любить, быть с вами в процессе прогрессии, вот, извините, любить вас, быть с вами, наслаждаться вами, ни о чем серьезном, там, не думать, жить, как, знаете, как бабочка одним днем. То есть вот мужчина легкий в этом плане. Вы ему настолько сильно вскружили голову, настолько сильно он на вас подзалип, что ему, в принципе, и думать-то ни о чем не хочется. Ему хочется думать только лишь о наслаждениях с вами, о том, чтобы там вас, не знаю, там, задарить подарками, засыпать цветами, удивить как-то, там, куда-то свозить, там, не знаю, на Мальдивы то ли куда сможет доехать. То есть, понимаете, вот такой момент происходит. Так что, мои милые, мужчина, конечно, вообще, я по идее, вот вы должны поменяться, да, потому что, ну как это, да, женщина сама серьезность, а мужчина вот такой легенький. Его ожидания от вас, так это чтобы вы его любили до безумия, до беспамятства, да, и всегда были там безотказные для него. Что касается вас,
так я вам сказала, да, у вас вот какое-то ожидание какого-то стандартного шаблона. Какова будет реальность? Ну, здесь вот кто видит, да, в центре сама справедливость вышла, видите? Женщина, девушка с закрытыми глазами, и у нее две руки, видите? И они ровно как весы идут, видите? Одна рука, вторая рука, весы. Весы установилось, вы сбалансируете друг друга. Какова будет реальность? Ну, то, что будет притирка, это 100% будет. Будет она достаточно такая, не жизнь, не на жизнь, а на смерть, но будет она в течение где-то у вас 3 лет. 3 года. У вас периодами пойдет. Первый период это будет 7 месяцев, ну а второй период это уже весь остальной срок. То есть у вас вот вы не успокаиваетесь, понимаете, вы не успокаиваетесь, женщина не успокаивается. Вы будете мужчину пытаться сделать более серьезным, стабильным, и вы этого таки добьетесь. Вы своего мужчину заставите быть более мужественным, более серьезно относиться к вам, к семье, к отношениям. То есть вы воспитатель, в душе по призванию воспитатель, да? Мужчину вы воспитаете, причем воспитывать вы будете жестко. Вот честно, вы дамочка такая серьезная у меня, в ежовых рукавицах будете его держать, он у вас не забалует. У мужчины будет к вам большая претензия, что вы не реализуете его романтику, да, то есть где-то, может, вы его будете наказывать отсутствием интима, где-то вы будете его этим стимулировать. То есть в принципе, как инструмент, ну, честно, вы молодец, я вижу, что вы можете, я вижу, что вы это делаете таким образом, что это действительно его заставляет расти. Ваши отношения не случайны. Именно мужчине дана вы, вот такая женщина сильная, которая может его перевоспитать, вывести на новый уровень, дать ему, ну, скажем так, образование, да, потому что, ну, он не смышленыш, он, ну, не знаю, первоклашка, да, вот в том состоянии, в котором он с вами встретился, и неважно, были у него до вас отношения, может, даже у него 3 семьи было до вас, все равно он незрелый. А вот вы из него сделаете настоящего мужчину. Вот это очень четко идет. Вот так вот, мои милые. Отношения будут, во-первых, законными, потому что, опять же таки, справедливость это и есть закон. И второй момент, сбалансированными. Вы из мужчины сделаете, из мальчика сделаете мужа, вот, настоящего мужчину мужа. А он даст вам какие-то мягкие нотки. Знаете, вот как он на вас смотрит, как он вам говорит, как он до вас дотрагивается. Вот знаете, вот какой-то аж мурашки у вас по коже, бабочки в животе. Знаете, вот таких ощущений давно у вас в жизни не было, а может, у кого-то вообще не было. А с этим человеком все это испытаете. Он будет вас смягчать, он будет делать вас мягче и добрее. Ну, а вы будете делать его более таким, знаете, мускулистым, что ли, да, более мужественным. То есть у вас очень хорошая связь будет, хороший симбиоз. Как вы будете жить вместе? Хорошо вы будете жить. Вот 2 человека, видите, вы и он. Между вами общий очаг, над вами общая крыша. Вы пара. Вы пара для Вселенной, для высших сил. Хорошая, добрая пара. Люди, которые друг друга ведут по жизни, которые друг другу помогают, которые, знаете, не пустые. Вот самое главное, вы не пустые. Кстати, детки у вас будут какие-то очень необычные. Детки вообще, ну, 2 как бы идет, да? 2 деток, похожие на вас. Они с вашей стороны вышли. Мужчина будет очень сильно детей любить, потому что он в них будет видеть вас, свою любимую. Это мужчина, кстати, вот идет однолюб. Однолюб, 100%. Вы вот для него прям... И других женщин не существует. Вот. У кого детки не актуальны, да, то здесь, скорее всего, либо внуки какие-то пойдут, ваши, либо его. Но вот я вижу, что вы воспитание свое даете детям. Если они, например, внешне не похожи, то вы воспитание даете. То есть мужчина будет все равно вот смотреть на детей, даже если это не ваши кровные, например, там дети, внуки, но он видит будет ваше воспитание. Вот вы с ним будете жестить. Вот честно, я вижу, что женщина жестит в отношениях, а ему это будет в кайф, да, ему будет это нравиться. Он... Ну, считайте, что он у вас такой садомаза любит, да, немножечко мазохист мужчина. То есть вы его стимулируете. Чем больше вы на него там, да, его там когтями немножечко там поколупаете, да, тем больше у него потенция, скажем так, будет, да, на вас. Потому что его этот момент воспитания, он
он ему приятен, да, вот чтобы он там не говорил, но у вас самый лучший интим будет после вот каких-то споров и ссоров. Вы сами заметите, просто вот какой-то взрыв эмоций, прорыв будет. Я вижу, что вы хорошая пара, я вижу, что у вас все будет хорошо, и вижу, что вы приловчитесь друг к другу, это очень важно. И знаете, вы та семья, когда там задаешь вопрос людям, да, и мужчина всегда смотрит на женщину, прежде чем ответить. Если женщина, ну, так, знаете, головой так делает, угу. Мужчина говорит, да, я вот решил, и 5-е, 10-е. Вот именно такая семья у вас. Знаете, это очень даже и неплохо, реально неплохо. Счастье, если вы с этим мужчиной будете жить, вы проживете долгую счастливую жизнь. Вот это я точно могу вам сказать, потому что вы друг другу именно по судьбе идете. По судьбе это не значит навсегда, по судьбе это значит выбор человека. Если вы выбираете, то вы проживете счастливую жизнь. Если нет, то другой мужчина войдет в вашу жизнь, и уже будут другие отношения. Так, мои милые, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.